Дорогие друзья, всем привет из Сараева. Город, столичный центр страны под названием Босния и Герцеговина. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной прогуляться от квартиры, которую мы арендовали здесь с помощью Airbnb. Это, я бы сказал, новое Сараево, отдаленная часть от центра города. Тем не менее, здесь новые дома, хорошие квартиры. Все зависит, конечно, от вашего кармана, от вашего бюджета. Вы можете арендовать и просторное жилье, и даже маленькую студию. Тем не менее, здесь есть места для парковки. Чаще всего квартиру сдают с парковочным местом. Много баров, ресторанов, кальянных, где можно курить кальян, наслаждаться балканским колоритом, ну и, конечно, отведать самые вкусные закуски. В том числе здесь подают знаменитые мясные блюда, конечно же, лепешки, мясные и разные сладости. Здесь, недалеко от этой квартиры, где мы арендовали, проходит желтая линия трамвая. Он как бы рассекает весь центр города. Если им воспользоваться, то можно добраться до посольства США, до железнодорожного вокзала, до автовокзала. И также можно доехать до старого города, что очень просто на самом деле. Не обязательно вызывать такси. Этот трамвай просторный, там много места, можно поставить велосипед и даже с собакой. Но нужно одевать собаке намордник. Это очень важно, потому что со мной путешествует собака и даже кот. Цены на еду в настоящий момент, в 2025 году, весьма относительно низкие по сравнению с другими балканскими странами. Но вообще считается Босния и Герцеговина одна из самых дешевых стран для путешествий в Южной Европе. Поужинать здесь можно за 8-10 евро за человека. Ну и, конечно, что еще самое главное, кальян, кстати, 5 евро, я бы сказал, максимум. Принимают здесь местную валюту, но всегда можно отдать наличными евро, и вам дадут даже сдачу в местной валюте, либо даже в евро. В общем, здесь очень много всяких разных мест, и не обязательно отдавать кучу денег. Можно сэкономить, можно не отдать, можно не лишиться всех денег, всей зарплаты, для того, чтобы проехаться и погулять по Сараево. Сегодня я нахожусь в этой части города, до этого мы жили в старой части. И, конечно, опять же, здесь все индивидуально. Смотрите, сейчас будний день, люди сидят в кафешках, все открывается с раннего утра до позднего вечера. Единственное, что нужно иметь в виду, это в воскресенье после обеда здесь достаточно сложно найти продуктовый магазин, который был бы открыт. Всегда кафешки открыты, в принципе, но с продуктами сложнее. Вот этот поезд, трамвай, который проходит через весь город, через весь центр, скорее всего, не через весь город. Он весьма доступный, стоит 50 центов. Здесь очень много туристов, они приезжают чаще всего на машине. Можно прилететь на самолете, ну или даже приехать на поезде. Правда, поезд не везде ходит. Например, из Белграда поезда нет. Раньше ходил, но сейчас его нет. Зато отсюда или сюда можно приехать на поезде из города Мостар. Это южно-боснийский город. Вон здесь находится знаменитая заправка «Газпром». Здесь Сараево. Бензин, кстати, здесь дешевле, нежели чем в других балканских странах. И вот этот поезд или трамвай, которым мы сейчас воспользуемся для того, чтобы доехать до крупнейшего молла в городе. Ну и, конечно, еще куда-либо можно сходить с помощью этого трамвая. Вот такая вот веселая была поездка, быстрая и комфортная, и недорогая. Вдоль всего города. Проехался на этом трамвайчике буквально 15 минут. И я уже с другой стороны города. Всем рекомендую.
Это здорово. До этого я катался на машине арендованной по всей стране, но чтобы окунуться в этот колоритный мир Боснии, столичного города Сараево, нужно, конечно, воспользоваться транспортом, который используется местным населением. Сейчас здесь очень шумно, сентябрь, что-то строится, люди идут на обед, потому что время 12 дня. А, кстати, хотел еще сказать, что есть и старые трамвайчики. Вот они такие, в таком виде. Они тоже весьма удобные. Цена не отличается от новых. Тем не менее, я продолжаю двигаться в сторону местного базара, где я куплю много фруктов и овощей. А вот здесь находится торговый центр, молл большой, не помню название, но, в общем, он самый большой в городе. Я думаю, что здесь найти можно все, что нужно. Как вы видите, достаточно оживленные улицы, очень весело. Люди часто отдыхают в кафе и ресторанах. Так что вы всегда найдете чем заняться и что отведать в Сараево. Смотрите, какой исторический трамвай. И якобы его запустили в 1895 году. А сейчас 2025. Получается, сколько он уже здесь курсирует по этому чудному и красивому городу? 130 лет. Надо же. Я думаю, что он подвергался ремонту и покраске, но сейчас выглядит очень колоритно. Посмотрите, какие здесь мосты. Я нахожусь где-то в центре между старым и новым Сараево. И, конечно, я двигаюсь в сторону старого города. Такая вот здесь красивая река. Не такая глубокая, но, тем не менее, здесь очень много мостиков через реку. Можно гулять, наслаждаться видами и даже вешать замки вот эти, знаете, когда, свадебные, любовные. Можете зафиксировать свою любовь еще и здесь, в Сараево. Сейчас здесь очень много студентов. Видите, сколько молодежи. Так что у Боснии и Герцеговины есть будущее. А это какой-то лицей или гимназия. Гимназия, да. Вот такие потрясающие, шикарные виды открываются из окон молодых студентов. А вот здесь находится арт-музей, такой красивый, яркий, напротив реки. И самое интересное, мост, подход к нему, видите, такое как бы получается, что вы идете вроде как по, не знаю, как даже можно назвать, вертелем, через вертель какой-то такой. Очень интересно. Арт-академия. Университет. Потрясающее здание. Такой интересный здесь переход. Можно нажать на всю руку сразу и загорится зеленый. Вот уже загорелся оперативно. То есть можно сразу же переходить дорогу. Ну, не сразу, а как только загорится зеленый. В принципе, дома здесь, вот эти жилые, они не сильно отличаются от того, что мы видим везде на Балканах. Тем не менее, есть какой-то здесь свой колорит в этом. Даже эта обшарпанность, она не так сильно пугает. Главное, чтобы там сыра не было. Ну и так выглядит, в принципе, обычная улица города. То есть здесь нет туристов особо. Здесь местные болтаются, гуляют. И я заметил, что еще по городу много вот таких арт-объектов. Людей, которые любят проявлять инициативу и разрисовывать стены. Что, конечно, тоже не может не радовать, потому что, ну что вы выбираете? Вот такой вот вариант или вот такой? Конечно, более яркая картина, она радует и глаз, и
людей. Ну и, конечно, вдохновляет других художников на какие-то новые идеи. Конечно, не особо меня вдохновляет вот такой вот граффити. Я не знаю, что вы думаете по этому поводу. Но, тем не менее, то, что было до вот этого, что мы сейчас наблюдаем, намного лучше. Посмотрите, как вход обрамлен. Ну и, конечно, везде флаги Боснии и Герцеговины тоже очень красивые. Так что здесь много людей, много мест, куда можно прийти, перекусить. Конечно, больше мест, много кафешек с напитками. Тем не менее, всегда можно найти вкусные блюда. Все недорого и вкусно, это самое главное. Это еще один поезд, который проезжает по другой улице. Пытаюсь найти название быстро, но, к сожалению, здесь почему-то нет обозначения улицы. Вот такой вот красивый переулок здесь. Тоже трамвай весь. Я бы сказал, разукрашен граффити и местной рекламой. К сожалению, не знаю, что это значит. И здесь такой вот небольшой базарчик книг, продукции местного производства, мед и даже вареники. Ну а я все пытаюсь дойти до базара местного, там, где продают самые свежие овощи и фрукты. Естественно, посмотреть колорит и как люди экономят, то есть где они экономят. Конечно, много магазинов всяких разных обычных сетевых, к которым мы все привыкли, но мне кажется, базар имеет свою культуру, свой вайб, который обязательно нужно ощутить, когда вы находитесь в Сараево. Это обязательно. Здесь так не так жарко. Вот в этих улочках легче передвигаться, нежели чем на том бульваре, где я был недавно. Но здесь тоже едет вот этот трамвай. Я не знаю, что это за ветка. Это не та желтая, по которой я ехал. Скорее всего, это что-то другое, но тоже имеется этот поезд. Можно, значит, получается, и сюда добраться на этом трамвае. В общем, конечно, лучше изучить актуальную информацию транспорта, как куда добраться. Я думаю, что Google карты в помощь, также ChatGPT и местные жители, многие говорят на английском языке. Я думаю, что вы можете всегда спросить, на каком автобусе, троллейбусе, трамвае добраться туда или не туда. Вот едет кто-то важный по дороге, но смотрите, никаких сигналок нет, только мигалки. И их не слышно. А, вот сейчас стало слышно. Вот, кстати, хотел бы заметить то, что эти трамваи, которые курсируют по городу, они, оказывается, имеют какое-то отношение и к Южной Корее, и к Японии. То есть, получается, эти страны, они каким-то образом поддерживают Боснию и Герцеговину. Возможно, надо посмотреть, конечно, они выделили деньги на строительство, на создание вот этих вот трамвайных путей и, конечно, создание самих трамваев. Мне кажется, это очень здорово. Это показывает настоящую дружбу, отношение к Боснии и Герцеговине. И, конечно, то, что здесь сразу же несколько президентов, это тоже, мне кажется, заслуживает внимания. Не без участия Америки произошло становление страны, мира в этом государстве. Ну и самое главное, соглашение было подписано о мире между народами, которые проживают в Боснии и Герцеговине, в Париже. После чего люди вернулись к обычной жизни. Не сразу, но с течением какого-то времени. Ой, я даже вижу, там горит вечный огонь. Интересно, откуда поступает газ в эту трубу? Явно это оплачивают городские жители. Тоже большой книжный магазин, так что любители читать и изучать литературу, здесь вы всегда найдете себе нужную книгу.
И, конечно, здесь уже больше туристов, потому что я приближаюсь к большому городу. Здесь очень много сувениров, вкусностей, пряностей и сладостей, как обычно. Часто я задаюсь вопросом, кто же работает здесь, в этом городе, в этой стране. И, как вы видите, сиеста уже началась. То есть, может быть, сегодня у всех выходной, поэтому так много людей. Но, тем не менее, так всегда здесь. Я не знаю, когда бы я здесь не появлялся на этой улице, здесь всегда очень много народу. Кажется, что никто не работает. Но, опять же, это весело. Значит, здесь хорошо, поэтому они возвращаются. Не просто так же они здесь. Вот он базар между этих улиц, куда я так сильно хотел попасть и посмотреть, что же там продают. Обратить внимание на сцены и на сцены. Вот так он выглядит, обратите внимание. Здесь тоже ходит трамвайчик, уже другой. Тем не менее, его трудно не заметить, если вы будете на этой улице. Я бы сказал, как она называется, если я найду, но я не знаю. В общем, вот такое вот местечко, и там продают все. Пряности, фрукты, овощи. Может быть, вы будете долго находиться в Боснии и Герцеговине. Соответственно, там можно прийти и закупиться на неделю, а может быть, даже и на 2. В общем, все и сразу. Что тут? Единственное, что, конечно, мне здесь не нравится, то, что нет цен. Вот это плохо. Потому что ты не знаешь, что сейчас происходит на рынке. Не всегда ориентируешься. И без ценника очень сложно купить все, что нужно. Хотя вот не у всех отсутствует цена. Где-то есть, где ценник имеется. Не у всех есть ценники. Но я думаю, что все равно здесь должно быть дешевле, чем где бы то ни было. О, вау, that is good. Да, это очень хорошее варенье яблочное, а слева мед. Мед такой, смотрите, какой хороший. В общем, с медом здесь нельзя прогадать, здесь тоже потрясающий мед. Груши потрясающие сейчас в сентябре, и сливы везде дешево, практически бесплатно отдают. В общем, я закупился некоторыми товарами в этой лавке. Там потрясающие сливы, очень вкусные сейчас персики. Ну и, конечно, груши. Груши, они вообще медовые. Так что не отказывайте себе в удовольствии. А мы сейчас напротив одного из храмов этого города. Тоже как символ столицы Боснии и Герцеговины. Потрясающее место. Здесь всегда очень много туристов. И, конечно, нужно безопасно проходить через дороги. Обращайте внимание на светофоры, нажимайте эти кнопки, будьте осторожны. Здесь тоже очень многолюдно. Людей достаточно для того, чтобы с кем-то познакомиться, если кого-то это интересует. Ну и спросить информацию, как пройти на ту или иную улицу. Все очень дружелюбные здесь, в Боснии и Герцеговине. Ну и недорогое, конечно, здесь пиво. Это тоже стоит отметить. 1-2 евро, и у вас большой, огромный стакан. Я часто заказываю со льдом, хотя на меня иногда косо смотрят, потому что пиво обычно подается холодным, но без льда в стакане. А я люблю со льдом. Вот такое здесь место, куда приходят туристы и местные жители. Я продолжаю свой поход в сторону, хэштега Сараево, который расположен напротив большой парковки, я бы так сказал, в старом городе. И здесь опять очень много кафешек, ресторанчиков, магазинчиков, где можно отведать все самое вкусное. Даже вот такие пироженки. Oops. And we're kind of in Old Town. So I remember that bazaar, I've been there, and they have a lot of good stuff. Candies, especially candies.
And they call it like that. В общем, здесь весьма интересно прогуляться. И здесь классный магазин находится, где можно купить лукум, пастилу и всякие сладости. Вот сюда я и бегу как раз. Это все, когда вот на вес продают. Кстати, недорого. Вот что мне здесь нравится, то что вы можете набрать таких трофилей на 30, например, местными деньгами. Это 15 где-то евро примерно. Разных сортов, целую коробку. Вам все упакуют осторожно, заклеят, и это будет очень хороший подарок для друзей, знакомых и близких родственников с разными вкусами. Вот это вот, кажется, арбузный с кислинкой. В общем, я думаю, что каждый найдет себе лукум по вкусу. В общем, я уже закупился, а вам, конечно, стоит отправиться сюда. Я не буду называть название магазина, не хочу рекламировать, тем не менее, здесь действительно много всего и недорого. Да, здесь вот есть с этой стороны, справа, номер 13, а что за улица, тоже не знаю. Кальян. Хороший, недорогой такой, здоровый. Очень вкусно пахнет. К сожалению, экран не передает все, что здесь можно испытать. Но увидеть точно можно. Цены неплохие, на самом деле, здесь на булку с хлебом и сосиской всегда хватит. Так что это, конечно, здорово. Мне кажется, здесь чудесное место для тех, кто любит города с историей, с тем, чтобы можно было что-то увидеть, познавать. Конечно, мне кажется, что здесь много бижутерии, которая не имеет никакого отношения к Боснии и Герцеговине. Тем не менее, действительно красиво, есть что изучать. И самое главное, безопасно. Безопасно прогуливаться по улицам. Я не слышал, что здесь кто-то ворует из карманов деньги, либо надрезает сумки, но тем не менее нужно быть готовым ко всему и держать все при себе. Тоже еще на что я хотел обратить ваше внимание, что вы всегда можете обменять валюту на местные деньги. К сожалению, рубли не принимают, а может быть где-то и принимают, но курс там ужасный, так что имейте это в виду, что не обязательно бежать в банк, паспорт тоже показывать не нужно для того, чтобы менять евро или доллары, или шекели, я не знаю, что вы еще хотели поменять, на местные деньги. Также не забывайте о том, что можно, в принципе, расплачиваться евро, но курс не всегда хороший, так что лучше иметь местные деньги. Ну и карточкой не везде можно оплатить, на самом деле. Я заметил, что в том районе, где я живу, там они вообще не любят использовать платежные средства никакие, кроме как наличные средства. Вот один из баров, который я здесь нашел, и здесь есть и также продукты. Вот такое местечко я здесь нашел, прогуливаясь по местным улицам. Вы можете обратить внимание на цены. Если я быстро передвигаюсь, попробуйте поставить на паузу. Вот такие цены на пиццу, на омлет, на барбекю, бургеры. Я думаю, что неплохо. 4-5 евро все стоит. Это достаточно affordable. Дорогие друзья, вот такой вот город Сараево, который я вам пытался немного показать сейчас в этом хайк-туре, я бы сказал по городу. Тем не менее, здесь очень много мест, куда стоит отправиться, пойти изучать. И прежде чем, конечно, это делать, нужно запастись терпением, вниманием. Может быть, не везде можно пройти в тапках и шортах. Тем не менее, есть чем заняться в Сараево всегда. Ну, а я поднимаю бокал этого кофе свежего. Это даже, наверное, латте, что это такое, или капучино. В общем, за вашу поездку в Сараево, за то, чтобы вам здесь понравилось.
Ну и, конечно, я с удовольствием возвращаюсь в столицу Боснии и Герцеговины, потому что здесь действительно недорого, есть что делать, на что посмотреть. А самое главное, вокруг еще столько всего интересного. Езжайте в Мостар, езжайте на побережье Адриатического моря, ну или, по крайней мере, даже если вы не хотите передвигаться на машине и выезжать за город, посетите местные музеи и старый город. Так что удачи и до встречи в Сараево.